12 июня – праздник День независимости России. Этот день мы чествуем нашу Родину. День России – это праздник свободы, мира и добра. Этот праздник символизирует единство всего нашего многонационального народа. Напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее нашей России. Что такое Россия для каждого из вас? Как вы понимаете слово «Родина»? Это страна, в которой мы живем. Дом, где родился, березка у родного порога. Место, где жили предки. Все это и есть Родина, то есть родное место. Ни одно место на земле не может сравниться с красотой земли России. В любое время года хороша природа, но особенно летом. И стихи, и песни о ней люди складывают. Ребята, а кто из вас знает стихи о России? Давайте мы их сейчас расскажем. А начну-ка я. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях, с чего начинается Родина. С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек, горящих вдали, со старой отцовской буденновки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука в вагонах колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Продолжим разговор о нашей Родине. Как мы уже сказали, наша страна называется Россией, Российской Федерацией. На Земле много разных стран. Ребята, а чем же отличается одна страна от другой? Они отличаются географическим положением, языком, на котором разговаривает народ, своими символами, историей, обычаями, традициями. Сейчас будем говорить об основных символах нашей страны. Герб Российской Федерации. У нас очень красивый герб. На нем изображен двуглавый орел на фоне красного щита. Это очень древний герб, он появился более 500 лет назад. Герб – эмблема государства, он изображается на печати, паспорте, денежных знаках и документах. Российский флаг – трехцветное полотнище с белой, синей и красной полосами, что символизирует белый – чистота, вера, синий – небо, благородство, верность, красный – героизм, отвага, смелость. Гимн – тоже символ нашего государства. Музыку гимна написал композитор Александров Васильевич Александров, а слова – поэт Сергей Владимирович Михалков. Слово «гимн» в перевод на русский язык означает торжественную, хвалебную песнь. У каждого государства есть свой гимн. Государственный гимн России обязательно исполняется на таких официальных мероприятиях, как вступление в должность президента, руководителей органов государственной власти, при открытии заседаний Государственной Думы и Совета Федерации, при встрече и проводе глав иностранных государств, при подъеме государственного флага, а также на торжественных праздниках, после поздравления президента в новогоднюю ночь, на церемониях спортивных соревнований и так далее. Когда исполняется гимн, все присутствующие слушают его стоя. Они этим выражают свое уважение и почтение к стране. Россия – самая большая страна в мире. Она расположена сразу на двух материках – в Европе и в Азии. Только в ней есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и тропики. В нашей стране живет очень много народностей, и у каждого из них есть свои музыка, песни, культура, обычаи и обряды. Но всех их объединяет любовь к одной большой стране – России.